что эту игру так любят, я понять не могу. Не являюсь фанатом и объективно скажу все о последней части Сталкера. И как по мне, слегка вы все преувеличили об этой игре. Говорить мы будем о последней части. Сталкер Зов Припяти накаляет страсти. Или накалял, или продолжает. Сейчас мы разберемся и все тогда узнают. Выжигатель мозгов пал, открыт путь. Суть сталкера в центр зоны проскользнуть. Подставляя грудь, лезут в самое пекло, чтобы завладеть тем, что каждый день крепло. Но не только сталкеры шли в центр зоны. Власти Украины решили по закону взять ЧС под контроль военных, чтобы быть всегда в курсе событий первых. 5 вертолетов для разведки уже в пути. Разведать все им нужно, чтобы другим пройти. Но стоило им оказаться в центре зоны один миг, и они с радаров стерты. И чтобы разобраться с этой проблемой, отправляют того, кто знаком с темой сталкера бывшего, а ныне майора, главного героя Александра Дегтярева. Свобода действий в игре, делай что хочешь. Хочешь всех убей или помогать можешь. После прохождения сюжета выбирай сам: оставаться в зоне, либо дать по газам. Одна из самых крутых штук в игре — аномалии. С ними будешь ты бороться за предмет тайный. Внутри аномалии есть артефакты. За счет них ты можешь улучшить свои статы. На выбор также для тебя разная броня. От противогаза до комбеза защитит от огня. Можешь свои шмотки апгрейдить у мастеров, снизить вес или добавить парочку статов. Ждут тебя в игре разные группировки. От свободных сталкеров до серьезных воинов. Можешь ты на них работать и бегать с ними, а можешь просто завалить, чтобы припасы были. Ну и конечно, мутанты, без них никуда. Ведь это Припять, а значит ожидать нам десятки разных мерзких, страшных тварей, которые будут ходить за тобой стаей. Сюжет вроде интересный, но только в начале. Потом квесты непонятные и все печально. На что упор не ясно, фриплей или история. И тут я ставлю 8, если что, сори. Музыка хороша, но ее очень мало. Побольше бы записали для высокого балла. А так я ставлю вам 8 и благодарю всех, кто писал треки на эту игру. Для того времени графика вполне нормально. Не идеально, конечно, но вариант оптимальный. Как-то есть она и есть, и в общем не позор. Я ставлю 8 баллов и продолжаю обзор. Геймплей в игре освоить вам будет просто. Вот только есть недочет один, очень жесткий. Для тех, кто не играл в первые части игры. Нет ни подсказок никаких, ни доп. Инфы. 9 баллов за геймплей, а у нас в итоге твердые 8 баллов. И я буду строгим, округлять не буду. Ведь вы сами просили сделать обзор на Сталкер, ну вот и получили. Я повторяю каждому, это мое мнение. Я играл и оценил игру по этим критериям. Кто бы что ни говорил, это мое имхо. Это рэп-гейм, обзор, еще один стих, йоу. Я представляю вам игру Dota 2. Больше 100 разных героев со своими скиллами. 2 стороны, тьма и свет на карте играют. 3 класса у героев, ловкач, силач и маг. Осталось сделать пик и вперед шаг. Для новичков и придумать нельзя краши. И обучение тебе, и сундуки со шмотом. В общем, начало вполне, и я не стал задротом.